Калі распачыналася святая імша, мы ўзносілі малітву да Бога з просьбай, каб Ён дапамог нам верна захоўваць навуку святых мужоў. Мы просім Господа, каб мы былі верныя той навуцы, которую перадалі нам апостолы Пётр і Павел і іншыя, бо ўсіх апостолаў было 12. Але мы сёння святкуем іх дваіх урачыстасць. Чаму бо гэта сапраўды асаблівыя апостолы? Канешне, ўсе апостолы з 12 ігралі некую спецыфічную і выключную ролю у гісторыі Касцёла, которую ім Езус асабіста даверыў. Але Касцёл узносіць гэтых двух апостолаў Петра і Павла ва ўрачыстасці адну і святкуе іх разам, таму што заўсёды кажам, это два стаўпы, две калоны, на которых каталіцкі касцёл моцна стаіць. Якая ж это навука? І чаму касцёл просіць Бога, каб мы былі верныя гэтай навуцы? Это наука, якая не змяняецца векамі. Праходзіць гісторыя. Змяняецца светапогляд. Паўстаюць новыя некія кірункі філасофіі, ідэалогіі, палітычных некіх рухаў. Але навука апостольская, она тая самая. Ужо больш за 2000 гадоў. Ні адной такой ідэалогіі, ні адной філасофіі нема. Чаму? Бо этую ласку і натхненне этой навуцы даў сам Бог гэтым звычайным людзям, падобным да нас. І калі мы кажам пра касцёл, мае дарагія браты і сёстры, касцёл — это містычнае цела Езуса на зямлі, это знак, бачны знак і прысутнасці Езуса. Бо Езус уваскрос і ўзышоў на неба і сядзіць па правіцы Отца. Прыйдзе свет судзіць. Але калі містычна разважаць, глыбока разважаць пра прысутнасць Езуса, Езус жыве на зямлі. І менавіта касцёл являецца такім знакам, бачным знакам прысутнасці Езуса на зямлі. Конечно, боль Хрыста ў тым, што гэты касцёл мы трошки на кавалкі парэзалі, што это цела Езуса мы пакроілі, яно параненае. Але нічога новага, Христос на крыжы быў таксама паранены. На Езусу жывога месяца не было. Калі паглядзець фільм Мела Гібсона «Страсці Христовай», які Езус дайшоў да Галгофы, то на ім жывога месяца не было. Это таксама сімвал, не? І мы калі кажам, вось там, да, касцёл падзелены, там католікі, там пратэстанты, там баптисты, там еще кто-то, да, христиане. Усё равно это зраненное, але это тело Иисуса. И кожны, хто охрещены в имя Иисуса Христа, не Бога Отца и Иисуса и Духа Святого, належить до Христового костела. Одно из таких наибольших оцалелых и живых органов, да, это мистичное тело, это есть католический костел. Нет, я кажу, это не для того, как понизить там православных, баптистов, нет, Боже брат. Бо костел от початку был один. На апостолах збудован, на их веры, на их крови. І ми ведаємо, хто трошки читав історію, розуміє, що потім це чоловічий фактор влади і інших там проблем людських. Як звичайно було подчас крижового шляху з тілом Єзуса, поранені тіло Єзуса. Але, брати і сестри, хочу про що казати? Про науку апостолів. Послухайте, що пише святий Павел у посланні до Коринфян у першем послании, 12 глава. Коли терпить один член, терпять усе члены.
Падобна, калі славіцца адзін член, радуюцца з ім усе члены. И он приводит параллель. Я не буду весь текст зачитывать, можете себе прочитать. 12 глава, первое послание до Коринфянам апостола Павла. И он порівнює костел с организмом, с человеческим телом. И он кажет, что тело одно, але складается из многих членов. Рука, нога, вока, уши и так далее. Это тело Иисуса. Костел – это тело Иисуса. І яка наука апостолів? Слухайте, да? Ви тіло Христова, а поособно ви члени этого тіла. Уявите, образно, не? Яка мудрость Божия. Иисус у теле человечем, да, узошел в небеса. Воскрес. Але простое, что Он засновал костел, что покинул нам наисвятейшую ахвяру, тело и своей крови. Мы споживаем Евхаристию. Моц Духа Святого, оживляя Божий народ, и все христиане во всем свете, пробываючи у веры Иисуса Христа, у Иисуса Христа, становится одно тело. Хочу, чтобы вы меня почули правильно. Задам вам питание. Ці православный христианин член тела Христового, ці ні? Конечно. Ці протестант, баптист, ці там пятидесятник, який-то член тела Христового, ці ні? Так. Только разорвана наша связь. Разорвана. Зранена. И дьявол, что робить, он постоянно обуджая конфликты поміж христианами, как мы не были одним телом. И сколько межконфессийных конфликтов бывает с поколения в поколение между людьми. Поглядите, навіть сегодня, там, где есть смешанные семьи поміж католиком и православным, як часто дьявол пытается разделить, разорвать, обудить некую зайздрость, некую ревность. Нет? А это не от Бога, это не от Духа Святого. Якая наука апостолов? Вы тело Христова. Коли терпить один член, то терпить все члены. Подобно, коли славится один член, радуются все члены. Нам, католикам, надо научиться любить, так, как учат нас апостолы. Апостолы не разделяли. А чему мы делим? Чему мы доказываем правоту один одному, и то стиснувши зубы, не? Мы правы, а вы нет, мы правы. Кто прав? Кто из людей прав? Праведность у Писании. А мы у своей гордыни, у своих крылдах, у своих проблемах человечек, да? Мы даже Слово Божие трактуем по-своему, как хотим, перекладываем. Баптисты по-своему, православные могут по-своему, католики еще могут иначе. Кто дал право так робить? Моц костела в тим, чому ти саме такі, живий такий орган остався, да? І тепер хочуть особливо поділити костел, розвалити костел, да? Тому що католицький костел тримає усю традицію моцно на глибокий великий скарб апостольський, тримає на протягу віков. Поламали, порезали на куски тіла Христова, а костел тримає то, що може. Розумієте, то, що може, тримає. Все апостольське тримає, як може. І ми, католики, ми повинні нести згоду. Мы повинны нести зразумение, повинны нести любовь, а не подел у теле Христова. Зализывать раны на теле Христова. Жить у любові з іншими конфесіями. Як больно на серці, як болюче, коли чуєш, наприклад, да, що католик зустрічається з православним і починають так сваритися поміж собою.
доказывающий, что чья церковь праведна. Люди добрые. А Христос-то один, а Бог Отец-то один, а Дух Святый-то один. Чому ми у пораненому тілі Христовим не шукаємо одинства і згоди, каб оцеляти тіло Христова, а далі його розриваємо? Яка разниця, ці у твоїм домі висить усходній образ, ці заходній образ католицький? Коли там намалюваний Христос, то він Христос. Коли там Маті Найсвятейшая, намалявана на іконі ці у православному стилі усходнім, ці там Маті Божа Ченстаговська або Острабрамська, яка у тим розниця? Так чи ні? І люди доброї волі, звичайні християни, це розуміють. Я це розумію. Коли мене питається, ойченька, а чи добре, у католицькій хаті питаються, ойченька, чи добре, що висить у нас ікона православна? Я говорю, слава Богу, що у вас не Будда висить. Альбо чорт якийсь там. Мої дорогі, ви послухайте, про що кажуть апостоли. Это тело Христово, мы не можем его делить. Хватит, Христос терпит уже самое терпение Иисуса, где мы его напополам разорвали, 11 век, сход, заход. Мы поделили Иисуса. Не можем далее делить Иисуса. Слухайте, яка наука апостолов. Кожному з нас дадена ласка поводле міри дару Христова. Да? Кожному з нас дадена ласка. Усі знаходять місце у серці Ісуса. Послухайте, от то, що я вам скажу. Ці на суді Божим. Подумайте, ці на суді Божим. Господь буде питати тебе віроісповідання. Ну-ка покажи паспорт. Ты кто, католик или православный? Сейчас мы католиков сюда поправее немножко, а православных туда. А протестантов вообще мы там на пороге поставим, да? Не-не-не-не-не. Небо для всех. Небо открыто для всех. Детей Божьих, для всех верующих. Святий Петр так само пише. Это мы зараз глядели. Павел називає костел тілом Христовим. Не? Святий Петр, наприклад, так само у першому своїм посланні каже: ви живые камені, будуйтеся у дом духовний, у святарство святое, каб складати духовні ахвяри, милые Богу, праз Єзуса Христа. Зразумеете, вот если бы христиане у свете разумели вот эту науку апостолов, глубоко разумели, они пытались здесь там, да, доктрину переставить по-своему, боронить там своих, як же было бы пригожа. Православные молятся по-своему, католики по-своему, но все один. Все собрались в Ватикане, допустим, да, взялись за руки и прославили Господа. Аллилуйя, Христос. Об этом надо марить и до этого имкнуться, бо костел был таким. Костел начинался с 12 людей. И важно, как мы разумели науку апостолов. Ще раз повторяю. Есть такая пригожая ситуация у Библии, там, вот, когда Петр сустракается с Павлом, да, и начинают по-человечески конфликтовать, там у них были непоразумения, як жидам, які прийняли християнство, себе поводить. Соблюдать традиции, не соблюдать традиции. Да? Вот. И они по-мужски собрались, как апостолы, и начали это между собой вопросы решать. Але коли помолились разом, то пожали друг другу руки, Петр пошел свое дело делать, Павел свое дело делать. Одинство. Кожен от Господа отримал благословенство. Петр занимался своей евангелизацией, Павел занимался евангелизацией язычников. Все, костел был один. Но нам это треба зрозуміти. Я з вами 5 годов. Кстати, сьогодні 5 годов, як я вже глибокий. Ці я за 5 годов вас хоч раз учив конфлікту і розділення міжконфесіонального, а?
Сидели у вас хоть раз? Православных камнями кидать? Ну. Я не разумею этой позиции. Я не разумею нават святароў, и православных, и католицких. Я не разумею, потому что это не наука апостолов, это некие человеческие тараканы. Но молится человек по сходнему обраду, не? Он православный. Аллилуйя! Он Христа має в своем сердце. Католик молится типа ангельську, типа, не ведаю, по-французьку, по-китайську. Хай молится, як може. Он молится. Аллилуйя. Баптисты молятся так само Христу, и они же не небесам поклоняются, они Христу молятся. И надо шановать один одного, надо любить христиан между собой. Разумеете, какая была б сила в свете, когда христиане были по единстве? Иисус сказал Петру, брамы пекельные не перемогут костел. Дьявол режет тело Христова. Ничего нового. И до конца света он это будет делать. Он будет наносить раны. И глобально телу Христовому, и индивидуально, каждому из нас. Потому что мы все члены Христова. Але никогда дьявол не завладеет костелом. Никогда. Вот и Иисус обещание. Брамы пекельные, сказал Петру Иисус, не перемогут костел. Нам часами может здаваться, да, что... Знаете, який був коментарій, як папа Францишек молился в часе пандемии. Помните, по трансляции было в телевизоре, когда папа Францишек вышел на площадь Петра и молился перед пустым городом, пустым плацем. Это час очищения костела. Господь очищает костел. Это может быть певний кризис костела. Але костел – это не человеческая институция. Это тело Христово. И не переживайте, Господь с этим даст раду. Самое главное, как мы, мои дорогие, которые являемся пособными членами тела Христова, как мы не ранили костел. Как мы зализывали раны костела. Как мы отчували себе частые костелы. Как мы будовали тело. Мы зачем? Что такое коммуния? Мы принимаем коммунию у единстве с Иисусом, и все, когда вы идете на коммунию, мы становимся одно тело. Одна вера, один дух. И всякий конфликт, всякий раздор, сплетни, всякая грязь, которая где-то ударая в костел, это не от Бога. Сатана постоянно разрывает костел. Не дайтесь провокации дьявола. Никогда. Всегда бороните доброе имя христианина, кто бы он ни был. Святора тем больше. Помните, бороните имя святора. Бороните всегда. Какие бы ошибки он в жизни не сделал. Не нам судить. Потому что Господь распоряжается костелом, а не мы. Да, он повинен отвечать. Да, там есть справы у костеле разные. Не? Это семья, это тело Христово. Але всегда бороните, потому что это тело Христово. Аминь.